Друзья, приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вещаем мы сегодня из города Якутска с мастерской, которая называется Сылас. И я рада познакомить вас. И, конечно, самой мне очень интересно познакомиться с очаровательной девушкой, с мастером, с керамистом-дизайнером, да, свободным художником, как она не отрицает и сама называет себя. Это Лена Федорова. Лена, здравствуйте. Добрый день. Лена, ну мы сегодня, перед тем, как начать съемки, да, вы нас так немножко расположили, лили чаю, пахнет у вас здесь тоже атмосферно так, да. Ага. Студия еще не открылась официально, но вы уже как бы готовы здесь творить и встречать людей, гостей. Да, я уже вот совсем недавно закончила ремонт. Весь этот ремонт я делала сама все лето, да, все лето и всю осень, вот понемножечку, да. И недавно вот закончила наконец-то его и провела первые пробные мастер-классы. Мне кажется, достаточно удачно были проведены. И до Нового года тоже немножко проведу мастер-классов. И, конечно же, делаю изделия, которые были сделаны на заказ. Да? Это изделия из глины, да? Да, изделия из глины. Глина у меня, иногда покупаю привозную, иногда беру местную глину у Василия Тагрова, намцирская глина. Я ее обычно смешиваю еще с привозной, тогда, мне кажется, получается прям идеальный вариант глины для лепки. Мы сейчас тоже немножко покажем телезрителям примерно вот какие изделия делает, творит Лена. Это действительно такие чудесные, даже сказочные, очень на современный лад, мимимишные, да, миловидные такие существа. Кто это, что это и как приходят идеи? Это у меня, в общем, я их назвала персонажами мира Сылас. Да? Так, они у меня возникли когда? В самом начале, когда начала заниматься керамикой, я делала посуду. Я сюда пришла в керамику, наверное, делать посуду, наверное, с росписью растительной в первую очередь. И я очень люблю все, что связано со стариной. И мне хотелось сделать старинную посуду. Да? Так, но в какой-то момент, однажды я сидела у себя на даче, и мне стало как-то, сделала уже штучек 3, наверное, чашечки, и мне как-то стало скучно, и мне захотелось слепить что-то другое. И я попробовала слепить лицо. У меня как раз-таки почему-то интернета не было возможности посмотреть на референсы. Я закрыла глаза, так, и слепила. У меня получилась вот первая курильница. И она мне очень понравилась, и мне самой нереально понравилось лепить именно вот лица. Да? И так и пошло, наверное. Но тем не менее, до сих пор мне нравится делать все равно посуду. Да? Как бы параллельно, да? Да, параллельно. У меня в основном идет вот посуда, курильницы, колокольчики. А колокольчик как раз таки вот он, да? Возьму его, покажу. Это тоже существо из мира Сылас, да? Да. Так, есть какое-то вот предназначение у колокольчика? У колокольчика нет предназначения, нет, это просто декоративный малышок, да? Я думаю, что вот предназначение человек, наверное, тот, который покупает своими эмоциями, наверное, задает этот смысл сам, да? Да, я не хочу заранее залаживать в них какой-то определенный смысл, да? Если человеку нравится, от этого он какую-то эмоцию теплые эмоции у него появляются, мне кажется, это и есть смысл, да? В нем появляется смысл того, что он несет тепло, радость, да? И плюс еще, конечно же, они напоминают нам о том, что вся природа, которая нас окружает, она живое. Как вы видите, тут у меня в изделиях, да? Тут особо не видно, кажется. Вот в изделиях у меня всегда она связана с природой, да? И плюс еще, наверное, они нам напоминают о том, что жизнь, она не всегда такая быстрая, да? Когда вот, например, пьешь из чашечек Сылас, люди говорят, да, это не я так говорю, мир как будто останавливается, уютно становится, и хочется сидеть и
Будь в моменте. Да, о чем-то подумать, да, поразмышлять. Да. Остановиться. Ага. Замечательно. Вообще мне очень понравилась мысль, что человек сам решает о предназначении, да, о смысле той или иной вещи. Ну и, Лена, можно, в принципе, приступать, да? Мы будем делать вот такой колокольчик, да? Ага. Угу. Так, для этого нам нужна глина. Вот у меня тут стоят уже колокольчики, которые недавно я слепила сама тоже, да? Заготовочки, это уже такие? готовые колокольчики, а это мои заготовочки, да, чтобы пример был виден вам тоже. И плюс еще вот один колокольчик, вы видите, он еще без глаза, да, пока я его принесла специально, чтобы нарисовать на нем глазики. Сегодня мы слепим такого, да? И покажем, хотела да? показать с росписью, ага. Да. Вот потом в итоге он получится примерно такой. Так, у меня глина смешанная с покупным полуфарфором и глиной Тагрова Василия, местная намцирская. Так, это якутские ученые, которые занимаются исследованием местной глины. Так, для этого нам нужна, обычная скалка. Она, в принципе, для занятий глиной, мне то, что нравится, почему я, наверное, начала заниматься. Конечно же, у меня в мастерской ничего не было, я в домашних условиях все это начинала, да и сейчас я дома в основном леплю, да, чтобы не ездить каждый раз, потому что у меня маленький ребенок, за которым ходить надо в школу, да, постоянно вот нужно. И плюс еще у меня своя бюджетная работа, конечно же, да, но оттуда там я работаю на 0,5 ставки, поэтому, в принципе, у меня время для лепки. Ну, сказали, у вас есть серьезная работа, да? Ага. Ну да. Вы являетесь преподавателем? Да, я преподаю. У вас ученая степень? Да, у меня ученая степень, я кандидат наук. Изучаю. Вообще начала изучать я термины родства якутского языка, и после чего я сейчас тоже изучаю различные термины, украшения. Так, сейчас вот начали изучать музыкальные инструменты. В общем, мы нарисовали будущую форму колокольчика нашего и вырезаем его. Так. Примерно так он будет выглядеть. И вторую половинку давайте мы, чтобы они были одинаковые, возьмем отсюда. Таким вот образом вырезаем. Все это можно, в принципе, делать с помощью кухонного ножа. Я так и делала в самом начале. Да? Так. Все. Вот эта часть нам уже практически не нужна. И теперь мы делаем насечки. Тут у меня есть цикли, да, такая вот цикля. И мы должны будем сделать насечки. Это делается для того, чтобы глина хорошо приклеилась друг к другу. Это тоже можно делать другими инструментами. Давайте я покажу на таком инструменте. Ножом можно делать, в принципе, чем угодно. Главное, чтобы были насечки. Давайте, чтобы быстрее было. Вот этот инструмент очень экономит время мне. Так, и теперь нам нужно сделать клей. Клей мы делаем из самой же глины. Так, и получается у нас... С водой, да? Да, смешиваем с водой, да. Я в последнее время начала так вот делать, да, чтобы посуду лишнюю не морать. Так, вот смешиваем с водой, и получается у нас вот такая вот жижа, она называется шликер. И намазываем на наши края. Так, и на вторую тоже.
Мгм. Таким вот образом. Так, далее формируем наш будущий колокольчик. Так, сегодня он у нас чуть-чуть маленький, видимо, получится. Мгм. Так. Чтобы не образовывались трещинки, можно чуть-чуть увлажнять глину. Так. Мгм. И теперь соединяем. Это мне Между собой, напоминает да? процесс лепки пирожков почему-то. Так, вот таким вот образом мы соединяем. Так. Далее. Таким вот образом соединили. Нужно, чтобы они хорошо сцепились друг к другу. Так, но мы еще их подстрахуем, да, чтобы потом во время обжига они не треснули. Обжиг вообще процесс очень такой сложный для керамики, да, это считая, они превращаются в совсем другой материал и на очень высоких температурах, да, они обжигаются. Так, финальный обжиг у них проводится на температуру 1210-1230. У меня вот разные программы в зависимости от глины, которые используем. Вообще после... Он меняет цвет же, да? Ага, да. Вот этот колокольчик будет проходить 3 обжига в общем в целом. Да? Сначала он будет проходить утильный обжиг, или утельный некоторые, да, говорят, когда мы обжигаем на температуру примерно 1050 градусов. Да? Это без глазурей, да? Просто берем и вот такое изделие мы обжигаем. Потом второй обжиг, это называется глазурный обжиг, там я уже вот эти лица с глазурь, накладываю на них глазурь, и после чего обжигаю уже на 1210-1220 градусов. Так, и далее уже идет молочный обжиг, да, третий обжиг, там уже температура поменьше, окунаем в молоко молочную смесь. И после этого обжигаем на температуру около 300 градусов. Так, вот сейчас мы будем подстраховывать наш колокольчик, чтобы у него не образовалось трещин, шов, чтобы не разорвался. Так, делаем такой вот жгутик. Жгутик. Так, смачиваем чуть-чуть. Так, где тут у нас шов был, я уже не вижу даже. Вот он. Оп, и по шву. Поверх, да? Да. Таким образом. Можно, в принципе, внутри тоже, да? Это вот для начинающих, наверное, керамистов, чтобы не было расстройства. Вообще керамика — это очень, как сказать, очень много процентов брака может быть, особенно в самом начале, и можно очень сильно насчет этого расстраиваться. Я помню, вот в самом начале у меня были изделия, которые ты же в самом начале же еще долго, так с любовью, так долго лепишь, сидишь, да, а потом в итоге получаешь брак. Это очень обидно было. Но, видимо, керамика учит, да, учит чему? Стойкости духа, мне кажется. Все-таки керамика учит стойкости духа. Наверное, может, за этим я и пришла, да, сюда. А вообще, как давно вы начали лепить? Получается, я вот недавно считала, 4 года уже, оказывается. Я, в общем, купила, вообще случайно, мне кажется, даже я попала, да. В социальных сетях я подписана на блогеров, которые создают уют, да. И вот однажды я увидела рекламу курса керамики. И я даже не помню, какой это блогер был. И пошли на мастер-класс, да? Нет, это был онлайн-мастер-класс. Да, не мастер-класс, а курс, да, онлайн-курс. Я зашла туда, заинтересовалась, мне очень понравились вот изделия, которые сделаны именно вручную, да, ручная лепка. И мне они так понравились, что я решила сразу купить. Так, спонтанная очень покупка была. Я заранее даже ни разу не была на мастер-классах. Да, у меня особого такого прям
рвения, чтобы заниматься керамикой не было, но это была действительно очень спонтанная покупка у меня. Я посмотрела пробные уроки, там рассказывали, то, что вот, в принципе, можно заниматься керамикой дома, да, то, что материалы не нужны какие-то какие-то сложные. И самая единственная проблема это была керамическая печка, да, это получается самое главное, да? Да, самое главное, да, и плюс еще она достаточно дорогая, да. И вот как раз таки учитель, это школа GLV Ceramics, да, она как раз открыла для меня вариант такой, то, что можно арендовать, оказывается, да? Арендовать в Якутске, вообще в любом городе, оказывается, керамические мастерские, они сдают свою печку. В самом начале я обжигалась во всех мастерских города Якутска. Огромная им благодарность. Без этого, наверное, всего этого и не было бы. В общем, у нас получился вот такой вот колокольчик. Мы уже, как вы видите, сделали форму лица ему, да? Так. Чуть-чуть выпуклость, да? Да, чуть выпуклость изнутри. У нас есть. Так. И потом сейчас мы уже сделали носик ему и будем его прикреплять. Каждое наше движение, оно связано с этим инструментом, да, то есть мы каждую деталь должны будем приклеивать. Для того, чтобы приклеивать, нам нужно делать насечки и нам нужен шликер, да, так, это самое главное. Так, и, наверное, еще, да, для начинающих, наверное, покажу. Так, тоже. Я, в принципе, сейчас иногда пропускаю этот момент, да, но обе части, они, по идее, должны быть с клеем и с насечками. Это носик у нас, да? Это носик будущий. Так. И далее мы делаем форму углубления, где будут наши глазки. И можно сделать еще и бровки. Это вот в самом начале я делала полностью расписные, да, и сейчас, как вы видите, я начала делать уже такие вот более скульптурные, наверное, да, скажем, лица. Это я обучалась тоже, да, второй мой шаг большой, вот когда я поняла то, что мне нравится очень лепить лица, я подумала, то, что мне все-таки нужно научиться этому, да. И тоже онлайн-курс я прошла по скульптуре. И это мне тоже очень сильно помогло. А вот у ваших работ, у лиц, да? Лица ведь все разные получаются, да? Да, потому всегда что разные. Что я люблю как бы все руками, да, и поэтому у каждого свой характер получается. Они сами подсказывают у меня по мере того, как я люблю, какими они хотят быть. А бывает, что каким-то образом вы вдохновились? Мне очень сильно помог в этом деле мой друг Мачесынов Владимир, да? И он вот как раз-таки мне часто подает какие-то идеи, да, и я их воплощаю в жизнь, и они получаются очень классные. Например, вот курильницы, которые я леплю, да, я в самом начале лепила с лицами, но только не такие курильницы, которые изо рта дым идет, да, и вот он идею мне подал, да, чтобы дым шел изо рта, допустим. Так, и вот недавно тоже он заказал быка холода, чтобы дым шел из ноздрей. Здорово. Да, вот такие быки тоже потом получились. Вы уже сделали? Да, я уже сделала, потом уже еще несколько их таких сделала, их все уже сразу купили. Люблю делать границу между лица, да? Границу лица, чтобы вот была видна граница между молочением и глазурью, да, чтобы я знала, куда мне наносить именно глазурь, а где молочение. Так. Пробовала без этого, они как-то, расплывчато как-то. Мне больше так понравилось. В общем, так. В итоге у нас вот такое вот лицо появляется, смешное. Можно сделать форму еще носика, как бы
курносую форму и так далее. Ну ладно, давайте пока мы оставим в таком виде. Да? Так, дальше идут у нас Уши, да? ушки, ушки, рожки. И вот петлей я беру, это очень просто делается. И потом, когда я налепляю, они как-то сами приобретают такую естественную форму. Сейчас выглядит пока. Вот когда работаешь с глиной, в самом начале сидишь и кажется, все как-то очень печально получается, да? А потом оно само появляется. Так что иногда вообще практически, наверное, разница между готовыми изделиями и каким-то не очень красивым изделием, а разница, наверное, минутки 2 даже бывает. Да? А мастер-классы вы проводили, вот сказали, да? Для взрослых? Да, я пока что проводила для своих друзей, знакомых. Только 2 мастер-класса проводила. Они были у меня пробные, да, бесплатные мастер-классы. Так, чтобы самой научиться, потому что я же до этого сама не была же на мастер-классах. Только про другом вот недавно, не то что недавно, давно, года 2 назад и год назад, наверное, да, подругам я проводила. И вот опять же таким же способом, да, насечки, наш клей-шликер, и после чего нужно сделать стеком чуть-чуть аккуратнее, да. Так. А есть у вас еще какие-то идеи? Вот сказали, быка холода, да? Придумали. Впереди, может быть, еще какие-то идеи? Так, пока что особо нет, по-моему, идей. Да, наверное, они случайно рождаются, или кто-то вот что-то подскажет. Да, И часто бывает, что они приходят, какие-то вот идеи, они резко приходят. Сидишь, лепишь что-то, и случайно что-то получается, и думаешь, можно же так слепить. И в следующий раз лепишь уже нацеленно таким вот образом. Да? Или когда вот лепишь, сидишь, что-то случайно получилось, и вот эту же идею ты дальше развиваешь, да? То есть в процессе может что-то родиться, да? Да. И вот это вот самое прикольное, когда что-то из случайности получилось что-то интересное, да? Вот это вот прикольно. Наверное, у творческих людей так. Всегда. Наверное, Я себя, кстати, не считала творческим человеком уже очень долго. В детстве не рисовали? В детстве, не да. лепили. В детстве. Я вот говорят же, то, что вот нужно вспомнить, да, чем вы любили заниматься в детстве. Я до этого же совсем же как бы в другой сфере же была. И вот сейчас я только вспоминаю, что с самого детства я любила все делать руками. Ну и любой ребенок, наверное, да. В каждом нас, наверное, живет творческая личность. Однажды на день рождения мамы я из Нюрбы, село Антоновка. И у нас на берегу реки Вилюй есть глина. Я хочу ее, кстати, попробовать когда-нибудь обжечь. Голубая глина. И вот на день рождения мамы я сделала из этой глины посуду. Да? В общем, какая-то мисочка у меня была. Я удивляюсь, как она вообще без трещин высохла. Видимо, все-таки хорошая глина. Но я ее, конечно же, не обжигала. Можно было бы хотя бы в духовке попробовать. Но и она стояла вообще долго вместе. Сервант же есть с этими, с хрусталем. И мое вот это изделие стояло с хрусталем. Они переехали, и поэтому во время переезда, видимо, она сломалась. И у меня такая гордость была. Что вот вместе с хрусталем, то, что с хрусталем вместе мое изделие стоит. И вот я вспомнила потом. То есть вот уже было первое знакомство с глиной, да, тогда? Да, в детстве. Так, в общем, мы добавили животик нашему колокольчику, чуть-чуть сделали потолще его, чтобы милашности было. И вот он такой вот получился у нас. Отдельно мы слепим ножки и бусинку. И после всех обжигов уже будем собирать. Но главным показали основу, как это все создается, да, Лена? Как можно
ну, в саму технику, да, как сделать личико, глазки, ушки. Давайте. И просто сначала карандашом, да, чтобы сначала сразу, если вдруг будем красками делать, то вдруг мы ошибемся, да, поэтому лучше сделать сначала карандашом. Такие вот, пускай глазки у него будут. Вот. Ага, теперь берем ангоп, это у меня называется, да, краска, подглазурная краска ангоп. Это красители с глиной, да, смешанные. Так, берем кисть, палитру. Кисти я люблю брать разные, но в зависимости от того, что я рисую, да. Здесь вот, например, что тут у меня, ну, если вот такие большие мазки, да, то беру кисти побольше, да. Так, а здесь у нас тонкая, да, глазки. Аккуратно, чтобы было. Примерно вот так вот. Да. Потом можно чуть аккуратности придать, да. Тоже можно сидеть часами, улучшать что-то. Дорисовывать, дорисовывать. Ага, в принципе, давайте мы на этом и завершим, наверное, да? Что ж, ну, сегодня, Лена, спасибо, да, что показали основу, технику, да, по созданию колокольчика. Конечно, до итога мы не дошли, но главное показали, да, суть, основу и вообще как делается личико. Я думаю, очень интересно было в процессе. И смотрите наш следующий выпуск, второй мастер-класс от Лены Федоровой. Делать мы будем курильницу. Тоже очень интересная такая работа, да, и полезная. До встречи на телеканале Якутия 24.